Всем привет! Меня зовут Филипп, я Никита. Мы задумали грандиозный проект и полны сил и решимости осуществить нашу идею. Мы задумали то, что до нас никто не делал. А именно, пересечь всю Россию от Баренцева до Охотского моря на велосипедах. Общая протяженность маршрута составит ориентировочно 12 тысяч километров и продлится 103 дня. Если вы хотите принять участие в нашем путешествии, то вы можете присоединиться на любом этапе маршрута. Проделать такой путь непросто, но мы уверены, что это того стоит. В общем, мы едем в Магадан. Началось путешествие 25 мая с самой северной точки европейской материковой части России. Это поселок Вайда-Губа на Северно-Ледовитом океане. Изначально туда с нашего родного города Люберец доставились на поезде до Мурманска, оттуда до границы с Норвегией. Подвезли на машине и оттуда уже пешком большую часть, поскольку там только направление движения, там дороги в принципе нет, уже добирались до Северного Ледовитого океана, откуда, собственно, начинается наш маршрут. Крайняя точка — это Магадан, уже осталось совсем немного, за плечами 10 400 километров, осталось меньше 2000 километров. Цели какие? Ну, в первую очередь это посмотреть Россию, показать другим людям Россию. Ведем блог, снимаем фото, видео, репортажи, стараемся найти какие-то уникальные места, достопримечательности, чтобы было интересно. Ну и вторая цель, не менее важная и более глобальная, это объединение спортивных региональных организаций. Касаемо, большей части именно с велоспортом мы работаем. Для проведения совместных соревнований дальнейших, совместных действий, чтобы объединение совместных ресурсов происходило. Кое-какие результаты уже есть, и в дальнейшем также будем работать. А путешествие помогает тем, что личный контакт все-таки происходит, а не по телефону, не по переписке, что гораздо более важно. А это ваше первое такое крупное путешествие, или до этого тоже вы выезжали? До этого был опыт небольших путешествий, но не на велосипеде и не такое длительное. То есть мы ходили с палатками в горы на пару недель, в Альпы, например, в Испании ходили, в Крыму ходили, не более того. На велосипеде до этого катались максимум 20 километров и без груза. А что вот сейчас самое, может быть, самое сложное в этой поездке? Сложности на самом деле бывают разные. И всегда новые, на самом деле. Бывают погодные, но основные категории — это погодные сложности. Это там есть дождь, снег у нас был. С Амурской области в Якутию въехали. Было плюс 16, в футболках ехали. На перевал забрались, пошел дождь, потом снег. И до минус 6 погодка упала, снег прилично так и навалил. Это было 26 или 27 августа. Мы такого не ожидали. Причем у нас все теплые вещи были убраны в сумке, поскольку мы не думали, что так погода резко может измениться. По-быстрому поставили палатки, когда руки уже стали обмораживаться. Отогревались горелкой. Из погодных это, наверное, самая жесткая трудность была. А так дожди были, конечно. Когда стартовали, лежал снег, но мы изначально знали, что там плохая погода. То есть она не резко изменилась, там от минус 2 до плюс 6 было, и снег шел. И на перевалах тоже снег лежал, но это нормально. Когда так резко меняется, это достаточно сложно. И технические сложности с велосипедами бывает доставляют. От простых проколов до серьезных проблем, втулка может лететь. У меня до Вологды полетела втулка, педали не цепляли, так прокручивались. То есть мастерских нету, сам я разобрал, подшипники вставил, хватило еще на километров 100, потом опять все повторилось, потому что надо было именно барабан втулки менять. И ездил так. Ясно. Хотелось пожелать вам вообще отсутствия поломок и хорошего окончания вашего путешествия. Спасибо.